Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана в студии Лейсан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Радикализм в школе, вандализм на кладбище. Такие преступления могут привести к протестным выступлениям. О самых громких преступлениях 2016-го. Александра Севастьянова. Этот год будет не легче, задачи поставлены. Нужно делать не просто хорошо, красиво, а нужно делать в первую очередь то, что просят люди. Год экологии, каким он будет? Аделя Кламиц. Хамство чревато наказанием. Не уступили, да? Чего стоит не уступить дорогу скорой, узнал Рамиль Шайдуллин. Квартирный вопрос решен. Спасибо вам большое. Со сдачей многоквартирных домов в Лаишевском районе. Салават Мухаммадуллин. Главное не возбуждать уголовные дела, а возвращать вклады. Сегодня об этом заявил глава татарстанского МВД Артем Хохорин. Полицейские подвели итоги работы в минувшем году. Сейчас на рассмотрении у силовиков находится 150 заявлений от вкладчиков. И сегодня президент потребовал найти и наказать вандалов, разгромивших осенью старо-татарское кладбище. О других ключевых вопросах, которые решает МВД, и предстоит взять на особый контроль. Александра Севастьянова. Без того острую ситуацию обостряет фиктивная информация, говорят полицейские. К примеру, о том, что следователи Москвы заинтересовались делом Татфонбанка. Неправда, заявил сегодня Артем Хохорин. Все заявления, которые поступили от вкладчиков, разбирают сами. Самое главное на сегодня не возбудить уголовное дело, кого-то посадить, а главное вернуть вклады, и мы ни в коем случае не хотим помешать здесь санации банка, той работе, которую правительство республики величество Рустемом Григорьевичем проводится для того, чтобы этот банк все-таки удержать на плаву. На плаву не удержался Камский горизонт. Нескольких сотрудников этого банка подозревают в содействии преступному сообществу. Криминальная группа в Набережных Челнах использовала реквизиты более 50 фирм-однодневок и обналичила 2,5 миллиарда рублей. Установленные связи сотрудников коммерческого банка «Камский горизонт», которые оказывают содействие функционированию преступного сообщества. Информация была доведена до Центробанка России. В ноябре у «Камского горизонта» была отозвана лицензия. Еще один плюс в карму полицейских – предотвращение теракта на Капо. В прошлом году группа лиц планировала серию террористических атак на Татарстан, в частности на Казанский авиационный завод. В ответ удар от МВД, 13 уголовных дел против сторонников запрещенной в России Хизбут Тахрир. Еще 26 дел против воевавших в Сирии. Не все они татарстанцы, некоторые – мигранты. Нельзя допускать их проникновение в республику. Кроме того, следует пресекать попытки сращивания неформальных лидеров диаспор с органами местного самоуправления и создания криминальных национальных группировок. Выделить радикалов из числа всех мигрантов проблематично. К тому же их число в Татарстане зашкаливает. Необходим новый центр временного содержания иностранцев. Здесь, Алексей Валерьевич, нам надо находить решение, мы там ищем. В любом случае в этом году мы должны эту задачу решить. Радикализм не только среди взрослых, но и детей. Есть случаи отказа школьников от светского образования из-за родителей, исповедующих салафитскую идеологию. Дальнейшее обучение происходит в домашних условиях или в частных образовательных организациях с религиозным уклоном, где преподаватели зачастую сами являются радикалами. Надо обсудить с Министерством образования, прокуратурой механизмы и формы контроля за деятельностью частных образовательных организаций, в которых учебный процесс имеет религиозную основу. Если не терроризм, то вандализм. До сих пор не раскрыто дело о погроме на старо-татарском кладбище. Такие преступления могут привести к протестным выступлениям. Подчеркну, межнациональный и межконфессиональный мир и согласие республики – наша важнейшая ценность и конкурентное преимущество. По уровню преступности Татарстан остается одним из самых благополучных регионов России. Только за прошлый год общее количество преступлений снизилось на 7,5%. Но несмотря на все позитивные показатели, одна из задач, которые поставили сегодня – не расслабляться. Лето будет жарким. Казань примет Кубок Конфедераций. Рустам Минниханов озадачил: профилактику с ярыми любителями спорта надо усилить, как и бдительность в отношении ОПГ. Это опасное явление, мы должны остановить этот процесс. Задача не только для оперативных подразделений
продумайте, как обеспечить комплексный подход к решению проблем. На оперативной ситуации сказалась недавняя реорганизация. С прошлого года МВД контролирует оборот наркотиков и поток мигрантов. Рустам Минниханов пожелал полицейским пройти процесс безболезненно и порекомендовал уделить особое внимание взаимодействию с Национальной гвардией. Александр Севастьянова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Не только безопасные, но и комфортные города. Этой теме сегодня посвятили встречу Дмитрия Медведева с членами Президиума Совета по стратегическим проектам. Участие в ней принял и Рустам Минниханов. Что намерены сделать в 12 тысячах муниципалитетах, должны решить сами регионы. Им выделяют 25 миллиардов федеральных рублей. Но такие самодостаточные субъекты, как Татарстан, в программу «Комфортная городская среда» не попали. Если решение в репортаже Дины Газалеевой. Первое в этом году заседание Президиума по стратегическому развитию приоритетным проектам в Горках посвящено одной из самых народных тем – обустройству жилого пространства. 3/4 россиян, это почти 120 миллионов человек, живут в городах. И значит, тема неубранных дворов или светильника перед подъездом волнует практически всех. Правда, регионам-донорам, в том числе и Татарстану, предложили самим тратиться на эти вопросы. Но сегодня, в конце заседания, все-таки забрезжила надежда получить на эти цели федеральные деньги. Тема комфортной городской среды звучит в последнее время со всех трибун. В Татарстане, не ожидая появления профильной федеральной программы, запустили свою. Где-то местные власти благоустройством активно занимаются. Многие региональные столицы приведены в достаточно приличный вид. Чтобы порядок был, и в 12 тысячах муниципальных образований предусмотрено за 4 года потратить 25 миллиардов бюджетных денег. И к ним еще софинансирование из региональных бюджетов. Правила для новой всероссийской программы в Минстрое страны уже разработали. На Республику Татарстан опирались, где есть очень серьезный опыт по вовлечению граждан в принятие решений по благоустройству. Регионы, которые вошли в перечень для получения федеральных денег, до 1 марта должны представить свои программы развития городской среды. На вопрос нашего телеканала о шансах регионов-доноров, таких как Татарстан, все-таки попасть в федеральную программу и получить средства на обустройство, министр ответил: шансы достаточно высоки. В случае недоосвоения, не заключения каких-то контрактов, то эти средства пойдут сразу в резервный фонд, и из резервного фонда пойдет перераспределение уже между этими субъектами. Проект «Городская среда» рассчитан до 2021 года. Регионам-донорам есть время побороться за федеральные деньги. А вот за счет населения базовое обустройство на местах делать не будут. Об этом предупредили контролеры от общественных организаций. Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Владимир Зуев, ТНВ, Московская область. Большинство незаконных строений на водоохранных зонах республики не снесены. Свое недовольство по этому поводу сегодня экологам высказал Ильдар Халиков. Итоги работы Минэкологии подвели на коллегии ведомства. Адель Коломейц о том, что не все так гладко на водных просторах. Чтобы такое количество глав на свою коллегию пригласить, видимо, такое влияние на процессы, которые происходят. Да. Вот только радужная атмосфера царила недолго. В год водоохранных зон экологи снесли более 350 незаконных построек. А много ли это, спросил премьер. 380 из скольки? Если бы это было из 400, мы бы, конечно, могли порадоваться. Но, к сожалению, это даже не из 1000 и даже не из 4000. В 2016-м в Татарстане началась рекультивация крупных свалок, а мелких, сообщали народные экологи, совместными усилиями оштрафовали на сотни миллионов рублей. Взыскано административных штрафов и возмещено ущерба нарушителям на общую сумму более 143 миллионов рублей, что составляет 360% к результатам 2015 года. С теми, кто повторно нарушал, жесткие меры. 24 уголовных дела возбудили по фактам причинения вреда природе. Почти на 9 тысяч тонн снизилось количество выбросов в атмосферу. В порядок привели берега Куйбышевского водохранилища. Я, несмотря на то, что очень много сделано, не могу сказать, что мы прошли тот путь, когда можем сказать уверенно, что да, у нас большая часть вопросов решена. Мы можем только сказать, да, мы начали решать с вами совместно эти вопросы. Сегодня всем, кого пригласили на коллегию, дарили вот такие вот подарочные пакеты. Внутри не конфеты и календари, а все, чтобы приобщиться ближе к природе. Например, раскраска или книга с редкими видами фауны Татарстана. Все напоминает о том, что 2017 год объявлен годом экологии и общественных пространств. Адель Коломейц, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Будет морозно. Гидрометцентр республики сегодня предупредил о резком понижении температуры. По прогнозу синоптиков, сегодня ночью и завтра утром в Татарстане при прояснениях ожидается до минус 31 градуса мороза.
Помогите в мороз птицам, в том числе уткам-крявкам. Казанцы обеспокоены. Перелетные птицы в мороз и холод остались зимовать у воды. Управление по охране и использованию объектов животного мира успокоило жителей мегаполиса. Уткам зима не страшна. Самое главное, чтобы в холода было достаточно пищи. Утки погибают от голода, а не от холода. Специалисты призывают в эти морозные дни чаще кормить птиц. Когда скорая долгая, но не по своей вине, а водители, не уступающих экипажу дорогу. Сегодня в Казани автоинспекторы ловили тех, для кого правила дорожного движения не писаны. Понимают, что мешать скорой помощи на дороге нельзя, но и как вести себя, увидев проблесковые маячки, якобы не знают. Как нарушители застали врасплох. Рамиль Шайдуллин. Renault Logan 698. Пробок вроде нет, но все равно экипажу не проехать. Даже включенная сирена кареты скорой помощи не помогает. Автомобиль не уступил врачам на повороте. Бригада потеряла ценные секунды. Водитель признает ошибку, протокол ее подтверждает. Не уступили, да? Умеренный казанский трафик сегодня с утра разбавили экстренные остановки. Будь водители более бдительными, вынудили звук сирен и проблесковые маячки. Неуважение к скорой пресекает ГИБДД. Их совместный рейд первый в этом году. Главная цель – напомнить водителям о дорожных правилах. Увидел неотложку – уступи дорогу. Если нет – держи ответ. Вы согласны? Согласны. Одни согласны, другие спорят. Среагировать на скорую еще нужно время, считает Александр Самоукин. Сигнализацию включили, сирену. Я тут посмотрел, сколько прошло, секунды 3-4. Скорая помощь проехала мимо меня, гаишники проехали. Потом меня последняя машина остановила. Остановила и повезла на кинопоказ. Альтернатива штрафу, видеоролики о последствиях дорожного хамства. Хотя могло быть и хуже. Ударить как по карману, так и водительскому стажу. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность согласно части 2 статьи 12-17 Административного кодекса. Предусматривает штраф 500 рублей или лишение водительского удостоверения от 1 до 3 месяцев. Рейд «Уступи дорогу» ежемесячный. Объяснять водителям, как быть к неотложке более учтивым на дороге, сегодня взялись еще в 4 городах Татарстана. Рамиль Шайдуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана и далее в выпуске. Кирпичом по красоте. Есть чуть-чуть маленький миллиметр, у него есть отклонение. Если посмотреть вот так, видите? Как в Казанском строительном колледже готовятся к чемпионату WorldSkills, выяснял Эмиль Исламов. Квартирный вопрос решен. Спасибо вам большое. Со сдачи многоквартирных домов в Лаишевском районе. Салават Мухаммадуллин. Президент России поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-рейде «Дакар-2017». Письмо с поздравлением Владимира Путина, адресованное президенту Татарстана, опубликовано на сайте команды. Наши гонщики вновь продемонстрировали высочайший профессионализм, выдержку и сплоченность. Успех укрепил лидерские позиции национального автоспорта, подтвердил надежность КамАЗов, говорится в поздравлении. Напомним, команда «КамАЗ-Мастер» заняла 1-е место в зачете грузовиков. Уровень безработицы в республике смогли удержать. Сохранить стабильность на рынке труда позволил комплекс мер. Это антикризисная программа до 2020 года. Они охватили 31 предприятие. Теперь же главная задача – восстановление доходов после двухлетнего кризиса. Об этом сегодня шла речь на коллегии Минтруда. Среди достижений прошлого года – сокращение серого рынка труда. Уровень безработицы и вовсе оказался одним из самых низких в стране – меньше 4%. Меня огорчили цифры о том, что впервые за время, которое я знаю, многие-многие годы, Татарстан в Приволжском федеральном округе по уровню заработной платы уступил свое лидерство Пермскому краю. Думаю, что это вот совсем неправильно. И здесь тоже я прошу прямо отдельно провести глубокий анализ, что же привело к этому. Обещанного, как правило, 3 года ждут, а в Лаишево за год сдали. Сегодня десятки участников программы «Социальная ипотека» в селе Габишево получили ключи от только что достроенных квартир. В том, что все реально без пикетов и долгих лет ожидания, убедился Салават Мухаммадуллин. Спасибо вам большое. Со словами благодарности и с нескрываемой радостью. Теперь они новоселы. Дома номер 1 и 4 по улице Северной разрешите считать открытыми. 116 квартир на 2 дома. Для семьи Шамсуддиновых новое жилье пришлось как нельзя кстати. В ноябре у молодой пары родился 2-й ребенок. Здесь, наверное, детская будет.
Заселяться они пока не спешат. Впереди не менее приятные хлопоты. Ну, сначала хотели бы мебель купить, обставиться, потом уже заселяться. Самое главное, кухонный гарнитур для женщины, а потом уже все остальное. В этом доме теперь молодость соседствует с опытом. Рядом с Шамсуддиновыми живут ветераны. Вдова участника Великой Отечественной войны Анна Баляева на новоселье пришла с детьми, внуками и правнуками. Очень все красиво, очень все подобрано по вкусу, все хорошо. Все меня устраивает, все хорошо. Все квартиры в домах сданы по государственным программам. Зная о том, как долго в Казани строится Салават Купере, подрядчики этих домов сработали на качество и срок. По документам объект сдан, то есть принят в эксплуатацию, соответствующие документы есть. Жильцы, пожалуйста, могут заселяться, иметь документы свои. Проблем нет. Совсем скоро рядом с этими близнецами появится еще несколько домов. Уже в этом году начнется строительство 2 пятиэтажек. Так, через несколько лет у габишевцев появится новый микрорайон Северный. Салават Мухаммадуллин, Андрей Сантальцев, ТНВ, Лаишевский район. Через неделю в Казани стартует республиканский этап чемпионата WorldSkills. Он пройдет с 1 по 3 февраля. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции в Казани. Соревнования состоятся по 75 компетенциям. Основные площадки разделили в зависимости от направления профессий. Сфера услуг на Казанской ярмарке, строительство и фотодело в строительном колледже. 9 компетенций IT-блока пройдут в техникуме информационных технологий. Победители и призеры финала войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills. Чтобы туда попасть, нужно пройти сито отбора. Будущие строители Татарстана не должны подкачать. Они представляют регион, в котором больше всех строят. Эмиль Исламов сегодня побывал в профессиональном колледже и по стандартам WorldSkills положил свой первый кирпич. Мастерки, шпатели, растворы. Для Ислама, который уже во второй раз собирается покорять WorldSkills, все эти профессиональные принадлежности не в новинку. Еще до поступления в техникуме жил в деревне, а там, как известно, всегда найдется применение рукам. Примерно такой же работу я буду делать в WorldSkills. В принципе, ничего сложного, просто есть орнамент восход солнца, его надо пилить с пеноблока и правильно поставить в середину. Пока за подготовительной работой следит мастер производственного обучения. Но на чемпионате в зачет пойдет только безупречная работа. Ни одного изъяна у элемента быть не должно. Ни в кладке, ни в узоре, ни в технике безопасности. Затем проверяем вот вертикальность. Вот вертикальность на сантиметр. Вот, видите, вот есть чуть-чуть маленький миллиметр. У него есть отклонение. Если посмотреть, вот так, видите? За это вот. снимут балл? Ну, за это обязательно снимется балл. Всего на региональном этапе чемпионата WorldSkills в феврале в Казани по этой компетенции участники получат 3 задания. Изменения от учебного образца изделия не более 30%. Но все расчеты перед кладкой, сколько кирпичей или раствора, участникам соревнования придется вести на месте. Как будет выглядеть конечное задание на самом чемпионате, пока не знают даже участники. Но здесь, в этих классах, кладку можно отработать с помощью специальных макетов и песчаного раствора, который всегда можно разобрать, если что-то не получится. Разбирать и собирать заново участникам осталось недолго. Соревнования по этим компетенциям пройдут уже через неделю. Эмиль Исламов, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». 25 января – день рождения Владимира Высоцкого. Актеру, поэту, певцу исполнилось бы 79 лет. На счету Высоцкого десятки ролей в театре и кино. Но популярность к нему пришла благодаря авторским песням. Теперь его стихи можно читать и на татарском. Кто расширил языковые горизонты? Светлана Звонарева. Я зароюсь в землю, скину в одночасье. Кто бы заступился за мой возраст юный, влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны. Мысал язмыш тоткан итте, багылады кулларны. Бугазымны титкелегез, кисегез веналарны. Так звучит стихотворение Высоцкого «Серебряные струны» в переводе Мансура Сафина. Его сборник под названием «Владимир Высоцкий. Яростное сердце» включил в себя более 20 стихотворений. Здесь же на татарском языке описаны биографии и творческий путь легендарной личности. Он не был популярен среди татарских читателей, поэтому мне захотелось его перевести на татарский язык, представить для татарским читателям, особенно тем, кто живет в деревенской местности, чтобы они заинтересовались его стихами
Мансур Сафин – известный писатель, поэт, переводчик, публицист, исследователь, краевед. Пишет на татарском и русском языках. В свет выпустил 66 сборников, 13 из которых переводы. Говорит, Высоцкого постарался перевести максимально точно, даже по ритму, чтобы можно было не только прочесть, но и спеть. Он писал только тогда, когда пишется, поэтому у него сравнительно не так много стихов, как у других поэтов больших. Поэтому они, в общем-то, почти все популярны, можно сказать. Сборник переводов произведений Владимира Высоцкого включил в себя самые популярные стихотворения, которые актуальны и находят отклик в душе людей и сегодня. Я думаю, что творчество Высоцкого еще долго будет востребовано в нашей стране, и не только. Ведь появляется очень много переводов, он до сих пор активно очень много переводится на разные языки. Я его очень уважаю. Знаю его песни, знаю произведения, помню фильмы, в которых он снимался. Ну, в общем, очень нужный был для нашего искусства человек. К 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого Мансур Сафин составил еще один сборник переводов. Сейчас главная задача – найти спонсоров, которые помогут выпустить издание в свет. Что-то кони мне попались, привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. Светлана Звонарева, Эльмира Миникаева, Раиль Хуснудинов, ТНВ «Мамадыш». И сегодня один из самых позитивных дат в календаре. Студенты всей страны отмечают Татьянин день. Одним из первых бывших и нынешних учащихся поздравил Рустам Минниханов. В своем инстаграме он опубликовал фотографию своего студенческого билета. Сегодня студент, завтра президент. С праздником и успехов в учебе. С юмором подписал фотографию Рустам Минниханов. Студенты всех вузов Казани сегодня сошлись на одной площадке. Возле Казань-арены они разыграли Кубок Татьяны. Организаторы усложнили соревнования. Каждый этап студенты преодолевали на коньках. В этом году самыми ловкими и дружными оказались студенты Казанского архитектурно-строительного университета. Они и уехали с площадки желанным кубком. Теплее одеться, взять термос с собой и, как я сказала, тактично, методично, еще третье слово я забыла. Четко, тактично, методично, вот так вот, спокойно, без спешки, чтобы без переломов. Традиционно в Татьянин день в Татарстане выбирают студента года. Конкурс завершился буквально несколько минут назад. Кого назвали лучшим среди лучших, спросим у Елены Новогородцевой. Итак, это традиционное мероприятие, которое проходит каждый год в развлекательном центре. Более 100 желающих получить сегодня одну из самых желаемых номинаций года среди студенчества. Более 1500 гостей, которые пришли поболеть за своих кумиров. Среди них это, конечно, и общественники, и спортсмены, и творческие люди. В общем, наша молодежь действительно талантлива. Сегодня в пирамиде были и общественные деятели, и известные люди. И, конечно же, первые лица. Фарид Мухаммедшин вышел на сцену, чтобы объявить, естественно, лучшего из лучших. Кто же у нас самый лучший студент 2016 года, который получает очень высокую награду, право по этой номинации, по этому документу победителя обучаться в любом вузе мира и Европы, выбрав по своей специальности. И кто этого удостоен, я сейчас с удовольствием объявлю. Итак, друзья, внимание, дамы и господа, прямо сейчас Фарид Хайлус Мухаммед. Позамолкаем. Уже ничего не сделаешь, не перекричишь, решение принято, оказывается. Номинация Гран-при «Студент года». Сиразиддинов Нафис, Казанский Приволжский федеральный университет. Ура! Ура, друзья! Бурные аплодисменты! Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Мешал пожарным тушить свое же имущество. Почему мужчина при виде спасателей забрался на забор и набросил петлю себе на шею? Все подробности через несколько минут. А все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски спорта и прогноз погоды. До свидания. Я когда пришла на завод, мне все таким неизвестным казалось.
Даже немного боялась. А потом научилась. Коллектив профессиональный, есть у кого опыт перенять. Главное не стоять на месте и не бояться нового. Казань Оргсинтез. Непрерывное развитие. Канавто – новый официальный дилер автомобилей УАЗ. Только в январе всем клиентам специальное предложение. Выгода на УАЗ Патриот в Канавто до 90 тысяч рублей. Огромный выбор автомобилей в наличии, выгодный трейд-ин. И все это в Канавто. 230 30 30. Невозможное возможно. В салоне кожи и меха Мехаполис до конца января новогодние скидки до 70%. Мехаполис XL, 3-й этаж. Газета «Город». Газета городских новостей №1 в Казани. Мы пишем обо всем, что влияет на жизнь каждого и города в целом. Специальные репортажи, интересные люди и события. Газета «Город». Каждые выходные в вашем почтовом ящике. У вас есть товар? Услуга? То, что нужно продать? Компания «Казгорреклама». Более 100 мониторов в Казани. Размещение по районам города. Широкий охват населения. Звоните 203 38 31. Где купить автомобиль «Лада»? Выбор очевиден. Канавто. Официальный дилер в Казани. Более 1000 автомобилей в наличии. К вашим услугам выгодные программы кредитования, страхования, трейд-ин и регистрация автомобиля. Ждем вас в Канавто. 230 30 30. Упали продажи. Ваши менеджеры не успевают обзванивать новых клиентов? Есть решение. Специалисты контакт-центра цифровых технологий сформируют вашу клиентскую базу, организуют обзвон клиентов по телефону, отправят коммерческие предложения и приведут горячих клиентов. Мы увеличим ваши продажи. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Қадірлі 20 мың сүйуші тамашашылар. Bir yıl бойына күтіп алынған грандиоз тамашаға бик әз вақыт қалып бара. 25 февраль күні Пирамида концертлар залында Болгар радиосы милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы. Сынға қалмақ. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В домашнем матче Евролиги «Уникс» принимал одного из лидеров европейского баскетбола. В Казань пожаловали игроки турецкого «Фенербахче». Напомним, что в первом круге именно в Стамбуле казанцы сенсационно переиграли своего соперника. Тот выигрыш стал дебютным в рамках Евролиги текущего сезона. Сейчас «Уникс» испытывает большие кадровые проблемы. Не смог выйти на площадку один из основных баскетболистов Хакин Колом. С первых минут поединка гости перехватили преимущество. Усилиями Киты Лэнгфорда в середине второй четверти удалось выйти вперед. Однако спустя несколько минут игроки Фенербахче вновь смогли вернуть себе лидерство. Итоговый счет 81-86. Уже 26 января в следующем туре в Тель-Авиве «Уникс» сыграет с Маккаби. Совершили один из потерь. Первые две четверти играли в такой... Они прессинговали нас и разрушили все взаимодействия, за получение играли. То есть больше заставили нас играть индивидуально. То есть мы совершали много потерь. Сразу 3 воспитанника Академии Рубина стали победителями Кубка развития. Традиционный международный турнир завершился в Минске. Россияне выиграли все 5 матчей на турнире с общей разницей 15-1. В финальном поединке наша дружина одолела сборную Израиля со счетом 1-0. В 4 матчах сыграли 2 защитника Рубина – Раиль Абдуллин и Данил Степанов. Нападающий Никита Сапрунов принял участие во всех 5 играх турнира, в которых отметился 1 голом. 4-жды форвард выходил на замену во втором тайме, 1 матч отыграл без замен. Наконец февраля у команды Дмитрия Ульянова запланирован сбор в Испании. Тем временем в Казани стартовал турнир по регби. Манеж центрального стадиона собрал юношей 16-17 лет со всей страны. За награды турнира будут бороться хозяева, а также команды Липецкой, Калининградской, Кемеровской, Пензенской областей и Санкт-Петербурга. Местный коллектив представит сборная команда Казани. До конца недели ребята будут сражаться в группах. Дальше их ждут матчи на вылет. Для попадания в основную сетку казанцам необходимо переиграть регбистов из Пензы и Калининградской области. Победители и призеры турнира определятся 29 января. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.
Здравствуйте, поговорим о погоде. В республике установилась морозная погода без существенных осадков. В предстоящие сутки на юго-востоке Татарстана ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Ночью будет до 15 мороза, днем же до 13 градусов ниже 0. На северо-востоке ясно и без осадков, ночью минус 19, днем до 18 градусов мороза. На севере Татарстана ожидается ясная погода. Ночью довольно холодно, до минус 21. Днем же до 16 градусов мороза. На северо-западе осадки не ожидаются, значительно похолодает. В ночные и дневные часы температура воздуха составит около 20 градусов ниже 0. На юго-западе ясно, без осадков, ночью минус 19, днем же до 20 мороза. В центральном районе республики ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Ночью минус 19, днем же до 16 мороза. В последующие сутки температура еще понизится, осадки будут маловероятны. В предстоящие сутки в Казани будет ясно и без осадков. Ночью до 20 мороза, днем же до 21 градуса ниже 0. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.